Еще одна надежда для зависимых. В Магасе открылся новый реабилитационный центр «Наследие». Там будут лечить больных с разными формами зависимости – наркотической, алкогольной и игроманов. Помощь пациентам окажут психологи, спортсмены, религиозные деятели. На открытии центра побывал Идрис Ижиев. Жизнь с чистого листа, без наркотиков, азартных игр и алкоголя. В новом реабилитационном центре «Наследие» для людей с различными формами зависимости созданы все условия, чтобы вернуться в здоровое общество. На открытии много гостей. Здесь и представители местной администрации, комитета по делам молодежи, религиозные деятели. Тема актуальна для всего общества, ведь пристраститься к пагубным привычкам может каждый. Руководитель центра «Наследие» Расул Зурабов, как эксперт с многолетним опытом, хорошо знаком со всеми последствиями наркомании и игромании. Он уже не первый год работает с такими людьми. Процент ставших на путь наркомании с тяжелых препаратов ничтожно мал. Зачастую все начинается с мимолетного увлечения, а после перерастает в последствия, которые эксперты объединили в 5 пунктов. Люди, которые употребляют аптечную наркоманию, иные препараты, мы знаем, что от передоза погибает очень много количества молодых людей. За прошлый год, по нашим данным, у нас статистика, то есть та информация, которая у нас есть, это неофициальная информация, но мы ее отслеживаем каким образом? Поскольку мы работаем с наркозависимыми людьми, которые находятся у нас в реабилитационном центре, и у нас есть достаточно достоверная информация о том или ином человеке, который погибает, как мы уже привыкли слышать, там внезапная остановка сердца или что-то с этим связано. Тема наркомании стоит очень остро не только в республике, но и по всей стране. Вопросов у приглашенных очень много. Человек сам самовольно не хочет проходить лечение. Каким-то насильственным путем может его забрать? Такой метод у нас в республике существует, но мы не поддерживаем такой метод. У нас есть психологи, консультанты, которые проводят именно эту беседу. По звонку они выезжают, они ему достаточно внятно объясняют, что ему необходима помощь в виде реабилитации. Они его в этом убеждают, и он добровольно с ними сам приходит. Такие центры спасения и шанс на здоровое будущее. Методики лечения разные. По статистике, свыше 80% реабилитантов возвращаются к нормальной жизни. Однако стопроцентной гарантии в этом вопросе специалисты дать не могут. Как я уже сказал, бывших наркоманов не бывает, это пожизненная борьба. Стопроцентной гарантии давать вообще никто не может. Но если зависимый человек будет придерживаться всех наших рекомендаций, он после реабилитации он будет проходить с нами, то есть придерживаться нашим рекомендациям, то в этом случае мы даем 80% гарантии, что он останется трезвым. В центре все готово для лечения здесь и сейчас. 4-местные комнаты, спортивный и зал для тренингов с психологом, молитвенная комната. Полный курс лечения рассчитан на 6 месяцев. Оно платное. В данном реабилитационном центре уже находится около 5 человек, уже проходит реабилитацию, и я думаю, что это количество в связи с острой проблемой у нас в республике будет повышаться в ближайшее время. Такой центр реабилитации уже 5-й в регионе. Хочется верить, людей, страдающих зависимостью, будет становиться меньше с каждым годом, а «Наследие» станет последним центром в своем роде. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.